Мы сейчас с вами находимся на мероприятии, посвященном обсуждению федерального закона о публичной власти. Вы представляете наследник, который в том числе может попасть, которого этот закон непосредственно коснется. Вы выразили свои опасения по поводу этого законопроекта. Чего конкретно вы опасаетесь? Ну, во-первых, этот законопроект очень серьезный законопроект, да? Касается не только нашего наследия, а по всей России. Это федеральный закон, а в России 18 тысяч у нас сельских муниципальных образований. В Республике Саха-Якутия 361 сельских муниципальных образований. И этим законопроектом только мы ознакомливаемся только через социальные сети. Нигде таких официальных новостных нигде нету, по новостям не говорят, а по официальных сайтах тоже никакой информации нету. Сегодня только второй рабочий день в 2022 году, и данный законопроект уже через неделю будут рассматривать в Госдуме. Это серьезный закон, и, скорее всего, все говорят о том, что данный законопроект пройдет. Но тут опасений-то много. Не только это насчет выбора, да, избираемости глав. Тут и вопросы о финансовой части. Например, каждое муниципальное образование имеет свой бюджет. Да? Вот, например, наш наследник, мы как бы практически, можно сказать, автономно, да, имеем свой бюджет, как бы по благоустройству, например, кое-какие вопросы мы можем сами решить. Например, по ремонту дорог, по отсыпке внутренних дорог. Участвуем в госпрограммах, республиканских, федеральных программах. Ну, есть такие полномочия, вот, да. С вступлением в силу этого законопроекта, да, уже говорят, с 23-го она будет действовать. Ну, будут округа, созданы округа. И сама цель вот этого законопроекта — оптимизация бюджета. В основном все будет решаться в центре округа. И будут еще назначаться, там глав уже не будет, выборов не будет больше, будут управляющие, старосты. Да, и законопроект, если честно, очень сырой. Ну, все говорят, и наши депутаты, и я разговаривал с московскими депутатами тоже, говорят, данный законопроект пройдет. Мы изучаем этот закон, но это усиление, вот именно централизация, да, вертикали, да, управления, власти, можно сказать. И, конечно, вот сейчас вот именно хотят такую систему, да, чтобы глава управа, да, управляющий или староста именно нес ответственность перед руководителем. Да, руководитель — это будет глава округа. А глава округа напрямую как бы будет подчиняться главе субъекта, республики, получается, да? Вот. Но тут тоже как бы палка на двух концах. С одной стороны, это как бы централизация власти, что конкретно будут люди по конкретным целям работать, да? Не справился, там могут уволить. Но вторая сторона-то получается, что у тех людей просто ответственность будет только перед работодателем. А насчет народа, населения, а у нас в Конституции же прописано, у нас верховный работодатель-то это народ, мы же все служим народу, и когда у людей не будут спрашивать, там, кто будет управляющим, да, или главой, да, вообще выборов не будет. Да, то есть вы все-таки за демократию, да? Конечно. За выборность, за демократию. Когда начинается назначение, да, например,
назначаемость, да, тут тоже вот палка на двух концах получается, как по каким критериям будут назначать, да. Лояльные люди. Да. Тут тоже вот вопрос. Как бы выборы, да? Через выборы люди чувствуют себя как бы частью, да? Вот страны, можно сказать. Это избираемость, это выборы, это как бы это представитель, вот избранный глава, это представительный орган, да, народа, да, орган власти, например. Вот. А когда такого не будет, ну просто вот целый населенный пункт просто останется. И это же вообще опасно, вот когда вот этот закон вступит в силу, вообще тут нет гарантии того, что и глав субъектов скоро, ну, пока на законодательном уровне такой практики нету, что назначают, да, глав. А на практике мы видим, что идет назначение губернаторов, да, глав субъектов. В перспективе к этому идет, да? Да, к этому идет. Как бы так такого федерального закона нету, но по факту получается, что и мы видим, что по России избранные губернаторы как бы уходят в отставку, как бы рекомендованные назначаются, да? И такая же. И по этой части, например, нет же гарантии, что у нас в республике мы сейчас вот вертикаль власти сделаем, вот, все пойдут как бы, мы все поддержим. И вот начинается вот глава субъекта представляет, например, глав округов, и обязательно те депутаты должны поддержать, получается. То, что там именно вот данного законопроекта выстроить вертикаль власти. Тогда глава субъекта назначает глав округов, а глава округа руководят нашими поселениями, такими, назначили старост, управляющих. И вот, представляете, а где народ-то будет? Кто будет спрашивать народ? На каком этапе будет народ? Вот эта связующая, она практически исчезнет.